Ведь вот наши языки, малые языки, мы диспергированы. И не только татарский, башкирский. Татары еще как-то все-таки у нас много миллионов. Башкирский язык, ну он близкий татарскому, да. Другие. Вот нет понимания, что языки относительно малых народов нуждаются в поддержке. Вот, поддержки. А что значит это поддержка? Это значит, должны быть соответствующие программы разработаны. Но уж в республиках должны поддержка национальных школ. Для того, чтобы те люди, которые кончили национальные школы, они в русской культуре не уступали. Ну, в частности, я поэтому предлагал, ну, конечно, если ты часть времени вместо русского языка изучаешь родной татарский, например, язык, это очень важно для детей, которые родной язык, его изучать еще и в школе очень важно. Но когда ты сдаешь ЕГЭ, то, может быть, для этих детей нужно вводить русско-татарский ЕГЭ, русско-башкирский ЕГЭ какой-то, русско-чувашский ЕГЭ. Нужна обязательная поддержка вот этих культур. Ведь если культуры не поддерживать, то она будет деградировать. Вот если не поддерживать русский язык, ведь вот русский язык само собой, мы все должны его изучать, и он поддерживается. И то жалуемся, что вот неграмотность растет, неграмотность у молодежи. И то жалуемся, даже в русском. А что сказать для остальных? Конечно, носители родного языка, такие вот с родным, они выходят из деревень. И тем более там нужно это поддерживать. Потому что по моему опыту, у меня было несколько товарищей, которые кончили национальные школы. Я-то кончил русскую и московскую школу. Я в Москве вырос, родился и в Москве все учился. Вот у меня несколько товарищей были, которые кончали национальные школы. К моменту уже, когда институт кончали, их русский язык ничем не отличался от русского стандартного. А к годам 30 их русский язык часто становился лучше, чем у русских. Второй язык развивает мозг, развивает творческие способности. Два родных языка. Два родных языка у человека, который два родных языка, он более креативен, более творчески способен, чем человек одноязычный. Вот это очень важно осознавать. Это богатство нашей страны увеличить количество двуязычных, трехязычных людей. Вот этого понимания нету. У нас вообще нету понимания, что и русский язык нужно как следует поддерживать, учить нужно ему. И в русский. А тем более нет понимания и по относительно вот языков, относительно других народов, не русских народов страны. Мы все ведь в России постепенно мы все становимся русскими. В этом ничего плохого нету. Ничего плохого нету. Плохо, если ты забываешь, что ты еще и татарин. Я вот многим своим коллегам говорю, вам-то хорошо, вы только русские. А я, кроме того, что русский, я еще и татарин. У меня долги есть перед своей наукой, культурой, народом своим и так далее. Вот это не воспитывается, к сожалению. А второй язык, изучение двух, это требует усилий. Тяжело. И не надо бояться трудностей. Ведь это восполняется потом. Человек, который два языка знает, национальную школу, он становится, у него больше возможностей получается. Понимание, вот этого понимания нету. Нет против. Ну вот недавно вот президент Путин где-то сказал, что все языки должны быть добровольны. Ну, конечно, насильно язык не изучишь. Нельзя насильно изучать язык. Но способствовать его развитию. Если у нас мы не будем способствовать и говорить, что русский язык, такие русский язык тоже будут плохо учить. Вот этого, к сожалению, понимания у руководства страны тоже нету. Ведь вот в результате, после того, как выступил Путин, что вот нужно, чтобы все добровольно изучали язык, ввели какие-то законы и ограничения, в результате стали работу, те учителя, которые татарский язык там в Татарстане, они стали сокращаться. Это беда. Но руководство республики, как руководители, видимо, в общем, побаивается как-то об этом четко сказать. Не надо этого бояться, потому что Путин, он вообще-то президент, к татарам вроде бы хорошо относился и так далее. Но ему надо говорить. Вообще у нас традиция такая, что не перечить как бы первому лицу. Это очень пагубная такая привычка. Надо иногда и возразить, надо объяснить по-нормальному. Мы же друг с другом возражаем и объясняемся. Поэтому и здесь вот это недостаток, конечно, наш. А это, конечно, мы должны были сделать руководители. Руководители республики, которые все-таки время от времени имеют шанс с ним встретиться. Вот я так смотрю. Такого, знаете, агрессивного воздействия нету.
нету поддержки. Должна быть поддержка. Вообще всякая культура должна поддержана быть. И русская культура, и татарская, и башкирская, они должны быть поддержаны. Мы уже давно, наш народ, татары, деды, наши прадеды давно служат русскому государству, начиная с русского царя, и принимали участие, временами очень активное участие в становлении нашей страны, нашего Отечества, и в тяжелые минуты вместе все боролись. Ну вот сейчас выяснилось, что Кузьма Минин, татарин был, который вот день, когда они освободили Москву от поляков, он вообще сейчас национальным праздником нашим считается. Поэтому вот такая автономия наша, она 100 лет вот официально получила автономию после Октябрьской революции. И это почетная дата. Мы, конечно, радуемся, что вот 100 лет. Раздаются всегда время от времени голоса. Нужно ликвидировать национальные автономии. Пусть будет Казанская губерния. В этом нет никакой необходимости, никакой угрозы о том, что у нас будет Татарская республика целостности России, нету. Это вздор, это избыток. Могут появляться какие-то экстремисты и так далее, но это не связано с татарским народом. Нет, у нас нет желания выйти из России, например, что-то разрушить страну. Наоборот, мы служим своему Отечеству. Мы служим своему Отечеству. Вообще, в ближайшие годы будут так, что некоторые люди будут носителями нескольких этносов. Вот. Ну, хотя у меня мама, папа татарская, но я и в русской культуре вырос, я себя и русским ощущаю. И в этом нет ничего плохого. Это многообразие. Это многообразие, это богатство нашей страны, что у нас есть. Вот в стране соседствуют десятки народов со своими языками, со своими культурами. И федеральная власть, помимо всего, весь народ, должен поддерживать развитие этих национальных культур. Неформально, а по существу. Нужно понимать, что это укрепляет нашу страну, делает ее богаче и сильнее. Вот наличие республик, наличие таких культур, официально поддерживаемых, вот этой некой государственности народа, это гармонизирует наше положение. Спрашивают, значит, надо и говорить свою национальность. Национальность меня спрашивают, я говорю, я татарин, да. Хотя в других ситуациях я говорю, я еще и русский, и башкир, там, и так, вот, я в Башкортостане там много лет работал. Вот я как-то ощущаю свою родственную связь вот с тремя такими этносами. Но если меня спрашивают, ты кто, я говорю, татарин, конечно, да. Какой твой родной язык? Я говорю, татарский и русский язык, да. А вот у меня дочь, например, Карима, у нее 3 родных языка. У нее татарский, русский и английский. Потому что она школу, институт, и многие друзья у нее там, она в Америке училась. Хотя сейчас вернулась здесь. Чем больше родных языков, вот, ну, в смысле, которым ты владеешь, на котором ты можешь думать и так далее, тем это богаче эта личность. Это очень важно. Это надо беречь. Потому что есть человек, который один только русский язык, ну, если в Москве где-то, конечно, он только один русский. Это ему тяжелее. А вот если человек вырос в Казани, в какой-то татарско-говорящей семье, нужно сохранять эти 2 языка. Сохранять нужно их оба. Татар даже, по-моему, больше, чем башкир, в общем. Но, с другой стороны, бывает трудно разделить. Он иногда говорит, он татар, иногда башкир, там, и так далее. Потому что языки близкие, обычаи близкие. Муж татарин, жена башкирка, там, или наоборот, и так далее. Все вот сейчас, и не только таких, сейчас идет ведь этническое перемешивание. Родители разных этносов предложений. Хорошее положение занимают. Там есть татарский театр, есть татарские артисты, которые для них татарский язык. Иногда говорят, что какие-то противоречия будут. Да противоречия они всегда есть. Противоречия между братьями, между мужем и женой, между родителями и детьми, они всегда есть. Но для нас самые близкие по культуре, по языку, по всем, по обычаям, по месту, конечно, башкирский. Я вот был президентом Башкирской академии наук, председателем Уфимского научного центра Российской академии наук. 13 лет проработал в Уфе, и это у меня одни из ярких впечатлений в моей жизни, связаны с работой в Башкортостане.
Помню первые салюты в Москве. Так, что-то такое у меня в памяти сохранилось еще, что-то были салюты в Москве. Вот поэтому это, конечно, самый великий праздник для нашей страны. К сожалению, многие праздники, многие памятные даты, многие личности, фамилии, они уходят из нашей культуры. Это плохо, но вот этот вот праздник, он, конечно, нас всех объединяет. Потому что если бы не победа, нашей бы страны такой не было бы. Мы бы не были бы, и совсем другая и цивилизация у нас появилась бы. И, в общем, мне даже трудно представить, чтобы это было. Я уж не говорю про уничтожение, там геноцид был бы, конечно, немцы собирались освобождать какие-то территории от других этносов, других народов, наций. Вот. Поэтому это сохранение русской и российской цивилизации вместе со всеми нашими татарской, башкирской и со другими культурами. Но если говорить про молодежь, я говорю, первое, нужно учиться, овладевать всеми знаниями современными и усилия прикладывать свой родной язык. Изучать родной язык, стараться говорить. Я вот вырос в Москве, но когда учился в институте, я учебник нашел, татарский учебник, его начал изучать, немножко подтягивать свой татарский язык. Потому что я же только татарский язык дома, кухня, кухонной стараюсь. Мои дети владеют татарским языком. Внучки, у меня 4 внучки. Вот. И мне очень бы хотелось, что трудно в нашей ситуации в совершенстве, как говорится, знать. Но во всяком случае нужно стараться. Вот сейчас ведь миллионы татар одноязычны. Миллионы татар владеют только русским языком. Это очень печально. Вот нужно понять, что одна из наших обязанностей – сохранять свой язык. Одна из обязанностей. А это усилие. Это требуется усилие. Нужно преодолевать лень. Тяжело и так далее. Вот это преодоление. Вот без преодоления нету человека. Человек должен преодолевать. Вот мое пожелание. Преодолевать. Преодолевать быт. Преодолевать вот эту вот легкую жизнь. Нужно овладевать знаниями и свой родной язык.